русском языке с 11 часов 10 минут до 12 часов ровно. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи радио. Как всегда в это время программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Бакыт Ашрахманов. Уже на этой неделе, в период с 1 по 10 декабря, служба правовой помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики запускает декаду бесплатной консультации и юридической помощи для населения. Декада приурочена ко Дню прав человека, установленному Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. В рамках этой инициативы опытные юристы, нотариусы и специалисты из других государственных органов, входящих в систему гарантированной государством юридической помощи, будут предоставлять бесплатную консультативную и юридическую помощь по различным вопросам. Предоставляемые услуги будут охватывать гражданские, семейные, трудовые, земельные права, а также вопросы государственного социального страхования, пенсионного обеспечения, регистрации населения, налогов и другие аспекты правовой сферы. Жители страны получат отличную возможность обратиться за профессиональной консультацией по вопросам, которые, несомненно, касаются их прав и обязанностей. Согласитесь, дорогие наши слушатели, доступ граждан к правосудию – это один из ключевых принципов, наличие которого определяет степень развития государства как правового и демократического, и возможность получить правовую помощь и правовая грамотность населения являются неотъемлемой и важной частью доступа к правосудию. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы и поговорим об обеспечении доступа граждан к правосудию, повышении уровня правовой защищенности уязвимых групп населения, содействии в реализации прав, свобод и законных интересов граждан страны. Поговорим об основных целях и задачах декады бесплатной консультационно-правовой помощи населению. Уважаемые радиослушатели, вы сможете узнать, какую именно можно получить консультацию, можно ли надеяться на помощь адвоката. Иначе говоря, кто имеет право на бесплатного адвоката в рамках гарантированной государством юридической помощи. И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили начальника межрегионального управления по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Камчибека Салихова и пригласили сегодня ведущего специалиста, координатора межрегионального управления по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям Азизу Юлдашеву. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы касательно декады бесплатной консультации и юридической помощи для населения, вы можете по этим телефонам позвонить. У нас, как всегда, идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook, на страничке Беренчи радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Камчибек Абдирашитович, Азиза Таджимаматовна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Камчибек Абдирашитович, позвольте мне первый вопрос адресовать вам. Мы уже который год встречаемся с представителями службы юридической помощи и рассказываем, объясняем, разъясняем, информируем наше население касательно того, что декада бесплатной консультации и юридической помощи для населения уже запускается. Что интересно, декада в этом году не в первый раз проводится, а уже в который раз. Мне хотелось бы, чтобы вы напомнили, в чем заключается основная цель этой декады. И я ведь не зря сказала, что доступ к правосудию это является одним из основных прав человека. И этот доступ, он может осуществляться чем? Прежде всего, посредством предоставления бесплатной правовой помощи населению. Тем более, если взять Конституцию Кыргызской Республики, основной закон страны, то Конституция, несомненно, гарантирует квалифицированную юридическую помощь каждому гражданину страны. По поводу декады. Декада, дай бог, стартует в конце этой недели, да? Давайте о целях, о задачах вы напомните. Вообще, в чем основная цель этой декады заключается?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики с 1 по 10 декабря с 10 часов до 4 часов проводит декаду бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченной к 30-летию Конституции Кыргызской Республики и к 75-летию принятия Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года. Но основной целью проведения декады правовой помощи является это повышение уровня правовой защищенности уязвимых групп населения, а также оказание юридической помощи, правовое просвещение, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан. В ходе декады бесплатно будет оказывать бесплатную консультационную правовую помощь населению. Это у нас будет проходить декада по всей республике. В том числе это города Бишкек, Чуйской и Таласской областям. Камчибек Абдирашитович, ну вот если вы упомянули задачи, цели декады бесплатной консультации и юридической помощи для населения, надо сказать, что уже не в первый раз и не в первый год вы это проводите. Но вот если, например, вспомнить прошлый год, позапрошлый год или прошлые годы, вы можете сказать, что да, вот у граждан, вот, к сожалению, существует правовой нигилизм, не знают, например, ответ на свой тот или иной правовой вопрос, поэтому такие декады и уполномочены для того, чтобы вот наше население, которое не знает ответ на тот или иной вопрос, вот, например, в сельской местности, это, например, такой вот частый характер, это может быть вопросы земельного права, да, что они получают, соответственно, помощь, консультацию, и вот эта вот декада, она и уполномочена для того, чтобы помочь нашим гражданам в решении того или иного вопроса. Да, вы правы. В прошлом году, то есть в 2022 году, во время проведения декады по городу Бишкек, допустим, там к нам обратились 824 человека, а Чуйской области по 1808 человек. Это о чем говорит, что в том году обратились большое количество граждан со своими правовыми проблемами. Это сказали, что по земельным вопросам, да, это основные у нас здесь вопросы по земельным вопросам. У людей правовые проблемы возникают. Также при получении там, пенсии, пособий, при регистрации населения по таким вопросам граждане обращаются. Ну вот я вначале проанонсировала, Камчибек Абдирашитович, что в рамках этой инициативы юристы, нотариусы, специалисты государственных органов, которые входят в систему гарантированной государством юридической помощи, они будут осуществлять, предоставлять бесплатную консультативную и юридическую помощь населению. Но мне хотелось бы, чтобы вы более подробно, Камчибек Абдирашитович, рассказали, вот что такое гарантированная государством юридическая помощи, что эта система из себя сегодня представляет. У нас принят закон гарантированной государственной юридической помощи. На основе этого закона все указано, что граждане имеют право получить конституционную правовую помощь и квалифицированную юридическую помощь. Конституционная правовая помощь – это у нас получают все граждане, которые получают все граждане, обратившиеся своими проблемами, юридическими проблемами. Квалифицированная юридическая помощь – это лица, которые про получение помощи у нас подразделяются на уголовные, гражданские и административные дела. Кто имеет право получить? Право на получение на квалифицированной юридической помощи в сфере уголовного судопроизводства по делам правонарушения предоставляется гражданам Кыргызской Республики, а также иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам. Квалифицированная юридическая помощь по уголовному делу предоставляется подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, потерпевшим, свидетелям в возрасте до 18 лет, а также лицам, привлекаемым к ответственности за совершение правонарушений. Подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, потерпевшим предоставляется квалифицированная юридическая помощь при условии, что его доход не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно установленным это законом о республиканском бюджете. Также без учета дохода квалифицированная юридическая помощь предоставляется лицам в случаях задержания, подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным в совершении особо тяжких преступлений.
лицам с инвалидностью первой и второй групп, лицам, страдающим психическими заболеваниями, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, детям, пострадавшим от несемейного насилия, одиноким лицам, воспитывающим ребенка, детей, военнослужащим срочной службы, пожилым гражданам, проживающим в государственных социальных стационарных учреждениях, и иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам, жертвам торговли людьми, лицам, личность которых не установлена органами уголовного преследования. В иных случаях предусмотрено там уголовно-процессуальным законодательством. Также свидетелям в возрасте до 18 лет, а также детям коллективная юридическая помощь по уголовным делам предоставляется адвокатам, прошедшим специализацию по делам детей. Также у нас в данном законе в статье 14 указано лица, имеющие право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере гражданства судопроизводства. Квалифицированная юридическая помощь предоставляется истцам по искам о взыскании заработной платы и других сумм в порядке оплаты труда и другим требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений. Истцам по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью кормилца. Истцам по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением или правонарушением. Сторонам, пострадавшим от семейного насилия, по искам о разделе имущества. Сторонам по искам о взыскании алиментов. Сторонам по искам об определении места жительства детей. Сторонам по искам определения порядка общения с детьми, также лишение родительских прав, гражданам по делам признания судом недееспособным, при принудительной госпитализации в психиатрический стационар. Лицам выше сейчас перечисленным, квалифицированная юридическая помощь, как я выше сказал, что предоставляется при условии, что их доход не превышает 6-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно устанавливаемой законом в республиканском бюджете. Также без учета дохода квалифицированной юридической помощи предоставляется лицам инвалидности первой и второй групп, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным лицам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким лицам, имеющим на попечении ребенка, детей, военнослужащим срочной службы, пожилым гражданам, проживающим в государственных социальных стационарных учреждениях, гражданам из малоимущих и малообеспеченных семей, пострадавшим от семейного насилия. До определения статуса истца для получения квалифицированной юридической помощи осуществляется правовое консультирование и в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи за счет государства, и для них составляется заявление, жалоба, ходатайство и другие документы процессуального характера. Это кратко я вам сейчас рассказал. Здесь все указано в основании закона, гарантирующего государственную юридическую помощь. Азиза Таджимаматовна, я в начале программы сказала, что бесплатная юридическая помощь, она гарантирована государством, а именно Конституцией, да, основным законом страны. Если мне не изменяет память, этот закон был принят, по-моему, в 2017 году, и помощь предоставляется уже с 2018. Я понимаю, что за это время большое количество граждан получили первичную помощь в виде консультации, да, и основную помощь, ну, скажем так, вторичная помощь, это в виде предоставления бесплатного адвоката. Все, как я понимаю, это делается за счет государства и бесплатно для различных категорий кыргызстанцев. Да? Вот смотрите, вот если говорить о законе, согласно которому, вот я как поняла, расширен, да, список граждан, они имеют право на гарантированную государством юридическую помощь. Но вот давайте сейчас будем говорить на простом, доступном языке, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Если меня интересует, например, вопрос касательно только консультации, да, вот, например, я не знаю, как оформить пособие, но я к примеру говорю. Если, например, у меня спорный вопрос в сельской местности по земельному вопросу, я могу обратиться, соответственно, вот к специалистам в рамках декады бесплатной консультации и юридической помощи для населения. Есть у нас, вот, к сожалению, малоимущие граждане, которые, ну, не могут, например, оплатить консультацию, а есть те обеспеченные, которые могут, но, соответственно, могут воспользоваться этой декадой. Давайте на простом языке говорить, какая категория населения имеет право к вам обратиться. У кого, может быть, какой-то доход есть, дохода нет. Если я получаю, например, зарплату 25 тысяч сомов, могу ли я к вам обратиться? Вот давайте на простом языке об этом будем сегодня, ну, скажем так, более точно говорить. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Соглашусь с вышесказанным, со словами начальника Камчебека Абдурашитовича. Вы абсолютно правы. Действительно, на основании нашей практики складывается такое ошибочное стереотипное мышление, что будто бы наша служба юридической помощи оказывает квалифицированную юридическую помощь, то есть назначает адвокатов абсолютно по всем делам, в том числе и по гражданскому судопроизводству, уголовному или административному. Но так и было. В 2022 году действительно мы назначали по всем гражданским делам. Именно за тот год было много неразрешенных споров, вопросов. То есть это снижало качество предоставляемых адвокатами услуг. То есть абсолютно ни один адвокат не может, будучи даже самым компетентным, лучшим в своем деле, одновременно вести там более 10 дел. Да, грубо говоря, простыми языками. Тогда теряется что? Качество предоставляемых услуг. Он элементарно не может получить время на ознакомление с делом, построение там системы, плана работы. И вот, учитывая подобные казусные ситуации, также хочу добавить то, что большинство думают, что адвокаты работают бесплатно. Я сейчас этот момент озвучу и перейду к вашему вопросу. Давайте вы этот момент чуть попозже озвучите. Выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, к сожалению, который не дождался. Он звонил по мобильной связи, но будем надеяться, что перезвонит. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Так вот, почему мы приняли новый закон номер 91 постановлением, то есть закон ГГЮП от 10 августа 2022 года под номером 91. Потому что средства оплачиваются за счет республиканского бюджета. То есть все это фиксируется, запрашивается. И, соответственно, за счет государства мы не можем назначать абсолютно всем, так как нам не могут выделять столько средств в необъемном количестве. Это маловероятно. Соответственно, по принятию нового закона от 10 августа 2022 года, согласно нашему закону, мы внесли точный перечень, категорию граждан, людей, которые могут получить квалифицированную именно юридическую помощь. Сейчас не надо путать, чуть позже к этому вернусь. Именно по каким пунктам, по каким делам у нас все четко распределено в гражданском судопроизводстве, кому назначается адвокат, кто имеет право получать, в уголовном судопроизводстве и в административном тоже, разумеется. И вот здесь можно поточнее вопрос? Так это обширная тематика. Нет, вот я упомянула о том, что, вот, например, смотрите, первичная помощь, это консультация, я могу ее получить. Но опять же, здесь же есть тоже вот категория населения. Есть малоимущие, а есть те, которые зарабатывают хорошие деньги. Поэтому и был адресован вам вопрос, Азиза Таджимаматовна, касательно того, все ли могут получить. Или вы сначала спрашиваете, какой у тебя доход, если у тебя зарплата, если зарплату получаешь, то сколько, или все-таки могут повально к вам прийти в рамках декады и получить первичную юридическую помощь. Очень интересный вопрос. Интересный вопрос. Действительно, у нас таких ограничений нет. Никто с порога не заявляет. Если у тебя доход, к какой категории граждан ты относишься, это абсурд. Абсолютно всем наша служба, не только в рамках декады, вообще по своей работе, по своей системе, она предоставляет консультационно-правовую помощь на бесплатной основе абсолютно всем, по всем сферам, какие только есть правовым сферам, к этому тоже позже вернемся. В общем, нет никаких разграничений, и неважно, есть у них доход, нет у них дохода. То есть так же, как и простой рабочий может к нам обратиться, так и человек, обладающий солидным доходом. Участник. Нет у нас ограничений. Но смотрите, Азиза Таджимаматовна, вот в рамках декады, которая уже начинается 1 декабря, вы будете оказывать юридическую помощь. Это что касается первичной, скажем так, помощи, именно консультация, населению. Здесь вы консультацию кто оказывает? Это представители Минюста, может быть, подведомственные, территориальные подразделения, адвокаты системы ГГЮП, государственные нотариусы
и представители других государственных органов. Например, это социальный фонд. Если, например, человека интересует вопрос того, как оформить, например, пенсию, да, или, может быть, представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, если, например, человека интересует вопрос, как я должна или как можно побыстрее получить, например, пособие на ребенка. В общем, здесь вот такой, знаете, такой вот все представители госорганов, соответственно, в рамках декады будут, скажем так, задействованы. Да, действительно. На основании постановления 241 о взаимодействии субъектов государственных органов именно с нами. В общем, действительно, с 1 по 10 октября у нас пройдет акция, приуроченная, как выше сказано было, ко дню принятия Декларации прав человека и к 30-летию Конституции Кыргызской Республики. Во время этой декады будут присутствовать, я сейчас озвучу так простым человеческим языком, чтобы было понятно населению, кто. Доступным а то у нас языком. такая аббревиатура сложная, что я и сама, бывает, не до конца понимаю, что за орган. В общем, кто будет присутствовать? Координаторы службы юридической помощи, то есть такие же координаторы, как и я, каждый по своим районам, областям, соответственно. Адвокаты системы гарантированной государством юридической помощи, то есть это стереотипное мышление, что все адвокаты делятся на государственных частников. Тут имеется в виду, что будут присутствовать адвокаты, заключившие договор с нашей системой. Так, далее, сотрудники органов юстиции, государственные нотариусы, здесь тоже позже вернемся к этому моменту. Далее, также сотрудники иных государственных органов, как вы выше сказали, это соцфонд, соцзащита, кадастр, налоговая, департамент регистрации населения, ЦОН, Центр обслуживания населения. Вот список. Азиза Таджимаматовна, вот касательно государственных нотариусов тоже мне интересен вопрос. Вот когда мы обращаемся к услугам государственного нотариуса, мы всегда думаем, да, вот сколько заплатить, например, за, например, куплю-продажу недвижимости, да, госнотариусу. Или, например, если я приобрела или продаю автомобиль, то, соответственно, я тоже знаю, что госнотариусу надо заплатить. Вот в рамках декады, если с вами будут вот параллельно работать государственные нотариусы, вот к ним, например, пришли вот в Чуйской области, например, в Московском районе люди, граждане, которые хотят, например, какую-то сделку, ну, скажем так, узаконить, да, вот к госнотариусу обратились, тоже возникает вопрос, надо платить или все-таки можно не платить? Вот здесь вот можете уточнение внести? Да, очень важный момент, замечательный вопрос, потому что действительно сейчас расценки на рынке по предоставлению государственных вообще нотариальных услуг, они завышены в связи с последними изменениями в законодательстве. Но в нашем случае, благодаря нашей службе юридической помощи, благодаря нашей акции, все граждане могут проконсультироваться у государственных нотариусов по вопросам наследования, допустим, там, договора купли-продажи, залога, даже регистрации юридических лиц. По всем вопросам в сфере нотариуса, да. Как-то так. Я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Я напомню, дорогие наши слушатели, что уже на этой неделе, в период с 1 по 10 декабря, служба правовой помощи при Министерстве юстиции запускает декаду бесплатной консультации и юридической помощи для населения. Давайте выслушаем, уважаемые гости, вопрос или мнение нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас. Саламатчылык. Кыргыз тили айта берейинчи. Болот. Мен одинокая мать. Мен деген эми бул суроону берейин деген, мен балдарымдын кичинекей чагында атасы мен үй таштап кетем, азыр менден акча долуп атчы дегенде, аны мен бир сом бир тыйын алган жокмун. Анан эми азыр ошол үйүн таштагысы келбей атат. Балдарым уже чоңоюп, балалуу болушуп, квартиралап жүрүшөт. Анан ошондо мага ким жардам бере алат, ким мага мындай эме совет бере алат, ошону кимден сурайм? Вопрос понятен. Пожалуйста, Азиза Таджимаматовна, можно ответить на официальном языке? Пожалуйста. Нет, я на кыргызском. Пожалуйста, кыргызча, давайте на государственном. Саламатсыздарбы? Да, бир жолу тастыктай турган суроолорду берсем, сиз кайсыл жерде турасыз? Кайсыл район, область? Ну, то на трубочку уже положила. Положила, да? Ну что ж, тогда я сниму наушники. Да, снимите. К сожалению, звонивший сбросил. Я не успела задать уточняющие вопросы. Ну, в общем, я поняла, это по вопросам алиментов. Тут она
сообщает о том, что ее супруг во время брака обещал ей после развода оставить совместно нажитое имущество, скорее всего, ее детям и прочее. И сейчас она хочет добиться справедливости, получить за своих детей что-либо, да, допустим, имущество или там алименты. Я тут что хочу сказать. Именно по алиментам как раз-таки обширное население именно по этому вопросу чаще всего к нам в службе обращается. То есть по месту нахождения ее, это в какой области, в каком районе, у нас все на сайте указано, на сайте службы юридической помощи, есть сайт ГГЮП, есть соцстраницы на Фейсбуке, в Инстаграме. Может она взять адрес, контакты, именно ее координаторов. Там все прописано и указано, номера, адреса, и она туда может обратиться. И раз она такой вопрос задала, она же сейчас нас слушает, скорее всего. Слушает, конечно. Я хочу сказать не только для нее, и для многих радиослушателей, которых также этот вопрос по алиментам интересует. Первое, самое важное. Большинство ошибочно мыслят, что это важно, зарегистрирован брак или нет. Важно другое. В свидетельствах о рождении детей в пометке, где отец, прочерк, обязательно должен быть указан их отец, чтобы с него что-то взыскивать. Если он не указан, соответственно, это уже отдельная тематика, нужно это подтверждение отцовства необходимо. Ну, в общем, если в свидетельстве о рождении указан их отец, если ребенок несовершеннолетний, тогда в порядке они могут запросить алименты. Это уже тоже к нам. Мы уже сами этим занимаемся, назначаем адвокатов, но тут важный момент тоже. Мы по гражданским делам, это входит в гражданское производство алиментов, назначаем не всем гражданам. То есть, если у женщины, возьмем такой грубый пример, женщина, есть ребенок, она нигде не работает, а если работает, но ее доход не превышает по нынешней статистике расчетам 11 500, скажем, заработные платы, в таком случае мы можем ей назначить адвоката. То есть адвокат по нашей линии будет бесплатно вести ее дело от начала до самого конца, до суда, полностью. Но у меня здесь вопрос тоже возникает, Азиза Таджимаматовна. Вот вы сказали, если в свидетельстве о рождении не прочерк, а вот отец указан, да? Например, Иванов Сергей Сергеевич. Но бывает так, что даже при наличии отца, вот когда рождается ребенок, все равно стоит прочерк, а отец-то есть. И вот потом, через некоторое время он бросает семью, уезжает, и остается, значит, одинокая мама с ребенком, ну, скажем так, сама по себе, да? Вот если прочерк, тогда, получается, помочь не можете. Дело не в том, что мы не можем помочь. Дело в том, что я объяснила план, систему, процедуру того, как это вести. Конечно же, мы поможем, даже если там указан прочерк. Потому что по учету доходов у нее нет дохода, допустим, мать-одиночка хочет взыскать алимент своего супруга, и мы имеем право ей назначить адвоката. Адвокат уже дальше ей сам все разъяснит, каким образом, где подтверждать, как делать. Даже любого рода справки элементарные, выписки, это все сопровождается адвокатом, а за адвокатом, соответственно, следим мы, мониторинг проводится. Пожалуйста, Камчебек Абдрашитович, хотели что-то добавить? Да, вот сейчас вот женщина обращалась. Я хочу добавить адрес, сказать, что если вы хотите получить, если в Бишкеке живете или в Чуйской области, можете обратиться к нам. Наш офис находится в Чуй проспект 219. Можете обратиться к нам, и мы вам поможем. Вот мне сейчас интересует вопрос Камчебека Абдрашитовича Азиза Таджимаматовна касательно предоставления бесплатного адвоката. Как я понимаю, матери-одиночки, может быть, другие категории граждан, они имеют право на помощь бесплатного адвоката. Потом, как я поняла, помощь могут получить и задержанные, да, независимо, может быть, от дохода. Но вот опять же вопрос. Мне надо, чтобы вы сейчас на простом доступном языке объяснили, Азиза Таджимаматовна. Вот смотрите, вот если, например, человек хорошо живет, обеспеченный, и вот он хочет воспользоваться декадой и придет к вам и скажет, вот мне нужен адвокат, например, по выбиванию какого-нибудь определенного долга, да, или я уж не знаю, там, какое-либо другое дело. Вот вы обеспеченному человеку сможете помочь? Вот мне сейчас интересно, вот вы же все-таки, наверное, смотрите, что годовой доход определенный, да, у этого человека. Если он у него, например, 30 или 40
40 тысяч сомов. Вы такому человеку сможете предоставить бесплатного адвоката? Мне надо, чтобы вы сейчас на простом доступном языке объяснили. Если вот к вам в рамках декады придет, например, житель Чуйской области, например, Аламедюнского района, и скажет, вот мне нужен бесплатный адвокат, сможете дать или нет? Вы же все-таки, наверное, спрашиваете, а какая у него заработная плата, какой у него доход? Мне надо, чтобы вы здесь, Азиза Таджимаматовна, более подробную информацию дали. Но вначале давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, я на киргизском, Можно? да? Пожалуйста. Азиза или молодой человек, может, поможет. Значит, моя племянница, инвалид первой группы, при аварии получила. Они многие деньги оплатили, когда она здоровая была. Дом построили до 4-го этажа, потом сыр-бор, и что-то это хозяин сбежал. Дом до конца не построили, и они ни денег, ни дома, без квартиры остались. Мой вопрос. Вот до суда довели, а дальше ныне там. Короче, там остался. Этот человек, судили его, посадили, потом якобы, не знаю, конца, его так и не нашли, деньги не вернули, дом кому-то, еще кому-то, третьему лицу продали. Азиза, можете ей помочь? Она инвалид первой группы и негде жить, и живет на пособиях этот самый по инвалидности. И если можете помочь, обращаться через вас, действовать. Пожалуйста, телефон. Трубочку не кладите. Пожалуйста, трубочку не кладите. Вот сейчас Азиза, телефон, наверное... координаты. Ага, все, можете положить трубочку. Сейчас Азиза по ходу предложения интервью она может скажет. услышать, куда обращаться. Да, конечно. В общем, сложный вопрос, но достаточно часто встречающийся на практике. Но надо все равно как-то индивидуально это все рассматривать. Да, конечно, разумеется, это уже при фактическом обращении к самому координатору, при осмотрении всех документаций, которые у нее есть на руках. Нужно же освоиться, изучить, что за дело, как поподробнее. Но пока обширно так скажу. Но как я поняла из ее примера, она сказала то, что было возбуждено уголовное дело, да, по этому факту. Скорее всего, по факту мошенничества. И тут важный момент. Если было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, допустим, тут важно, что суд постановил, какое решение вынес. То есть, если они признали этого человека виновным, автоматически необходимо постановление о признании ее в качестве потерпевшей. И вот, если у нее есть данное постановление, она может прийти к нам в службу юридической помощи по месту своего нахождения, то есть, как мы ранее говорили, по адресам у нас все. Приходит к нам с этим постановлением и говорит: мне нужен адвокат, это уже будет по гражданскому делу переходящее, потому что на основании этого постановления о взыскании, возмещении, точнее, материального ущерба. И тут такой момент, то, что мы на основании этого постановления о признании в качестве потерпевшей назначаем адвоката, тут тоже учет доходов рассматривается, и далее уже адвокат ведет, каким образом и что, как. И сейчас я тут очень важный момент скажу. Говоря открыто, законодательство нашей страны все так тщательного мониторинга нет, разграничений нет. Это очень обширный вопрос. Каждый второй к нам обращается. Уголовное дело возбуждено, так? Постановление о признании в качестве потерпевшей есть. Адвокатов назначили. В гражданском судопроизводстве рассматривается данное дело. Суд там выносит возместить, да, грубо говоря. И вот выносится исполнительный лист. То есть, согласно этому исполнительному листу, такому-то лицу возместить ущерб. А элементарно этот обвиняемый, он же уже, может быть, сидит, правильно? Так и есть. То есть он уже находится под стражей, в заключении, а доходов у него, соответственно, нету. А может, у него и имущества нету. Так с кого и как взыскивать эти средства? Правильно? Откуда? Он же не может с неба получить. Ну, я не знаю, там, может, у него родственники есть или какое-нибудь наследство он получит. И часто в нашей практике к нам обращаются и говорят: так, откуда мы можем наши средства взыскать? Ответ такой: к сожалению, ниоткуда. Мы не можем из наших карманов достать никак. Служба юридической помощи такое не рассматривает, у нас такого нет. И тут единственное, что мы можем порекомендовать, это ежегодно сроки исполнительного листа продлевать. А то бывает так, что человек под заключением обвиняемый, та сторона ждет, что на него наследство свалится, он все возместит. Год проходит, а там срок исполнительного листа закончился, и все, тот человек ему ничего не должен. Тут тоже важный момент, и мы заранее сообщаем, уведомляем. В общем, то, что необходимо
просто ждать, скорее всего, в данном случае. Ну, в любом случае, Азиза Таджимаматовна, здесь вот в этой ситуации, вот, которую озвучила наша радиослушательница, надо индивидуально разбираться, смотреть, какие документы есть. Мы в конце нашей программы, наверное, назовем адреса, куда можно обратиться. Вот вы сегодня можете сказать, это по Бишкеку, по Чуйской и Таласской областям. Но у меня все равно вот вопрос касательно услуг бесплатного адвоката. Кто имеет право в рамках декады, ну, скажем так, я уже поняла, какая-то категория населения, это матери-одиночки, это может быть задержанные, которые хотят получить помощь и, соответственно, бесплатного адвоката. А кто еще? Вот если, например, мне нужен адвокат, и нет у меня лишних денег, например, да, нужен мне бесплатный адвокат, чтобы, например, выбить долги. Ну, я, к примеру, говорю, могу ли я в рамках декады к вам обратиться? Да, можно? Да, пожалуйста. Да, в рамках декады может обратиться, если как так, по таким вопросам могут обратиться, так как мы можем консультативную помощь оказать, и в том адвокатам можно сказать, составить заявление, может составить, проконсультировать, и в рамках консультативной помощи можем оказать помощь. Но здесь вы не будете спрашивать, какова зарплата, какой доход и так далее. Здесь выше вот моя коллега сказала, что здесь мы доходов там не учитываем, мы не рассматриваем, что там у них там работает, не работает, какие у них доходы есть, мы не будем. Мы всем гражданам оказываем консультативную помощь. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите. Здравствуйте, Ирина, Бишкек СН. Ага, слушаем вас. Добрый день. Вашим гостям, господам, успехов в работе. Слово гарантированная, бесплатная адвокат или юридическая помощь. Государством гарантированная. Да, еще гарантированная. Очень приятно слушать, но только это где? Я вам скажу, номер телефона 62 67 10. Так. А не знаете, какой номер это, ваши господа? Потом, после того, любой гражданин почувствует вкус вот этой бесплатной гарантированной помощи. Очень такой неприятный вкус. И дальше я не хочу продолжать. Второй вопрос. Правосудие. Значит, что? Правильно судить, правильно? По закону. Суд вносит первой инстанции. А почему, если он правильно судит, суд второй инстанции отменяет? А кому-то правильно, неправильно вынес решение первой инстанции, все, он гуляет. Вот как мы судим. Очень много поговорок русских. Я не хочу отнимать ваше время. Видимо, не в наших болтологиях, а так, как мы любим, уважаем свой закон. И пенсионеры, и властимущие. Пока у нас не будет чувства, то есть пока мы не становимся верховенством закона, у нас ничего не будет. Просто казаться, как будто мы идем в русле мировой цивилизации, проводить ежегодно, вот это ежегодно проводим, 10-дневку, да? Вот мы обучаем народ, но это вы простите, это просто для галочки вы проводите. Вы лучше, это мое мнение, кто нарушает права человека, ему надо руку отрубить надо. Как в Китае, ворам отрубают руки. Вот тогда не надо. Каждому гражданину диплом юриста же не будешь выдавать. Это невозможно. Поэтому надо коренным образом на 180 градусов изменить вашу работу, именно юридические службы. Потом надо что-либо надо говорить. Если я слишком так громко сказал, вы меня, конечно, простите. Потому что я все это вижу, я общаюсь с людьми, я себя великим человеком не называю, я просто обыкновенный рядовой кыргыз. Я даже себя интеллигентом не хочу называть. Я просто кыргыз, переживающий за собственный народ. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Айсен Агай, за то, что позвонили. Пожалуйста, Камчег Абдирашитович, вот к души своего рода. Да, я хочу сейчас ответить на вопрос данного там радиослушателя. В общем, в целом, за 2023 год у нас за 10 месяцев у нас 36 553 лицам оказана конституционная правовая помощь. А 11 652 лицам у нас предоставлена квалифицированная юридическая помощь. То есть 11 тысяч человек у нас получили квалифицированную юридическую помощь. Это за 10 месяцев у нас. Это суды. Именно мы назначали адвокатов.
получаем. Угу. Вот касательно... Да, пожалуйста. Могу добавить? Относительно, вот я себе выписала его вопросы и рассуждения тоже. Ну, в общем, конкретно по вопросам. По поводу этих контактов 62, 67, 10. Не надо так сильно утруждаться. Есть элементарно 3 цифры по всей республике. Горячая линия нашей службы юридической помощи 114. Мы эти контакты освещаем везде. То есть 114 – это у нас горячая линия. Наши сотрудники, они постоянно на связи, на линии, консультируют по всем правовым вопросам, и на основании поступающих заявлений, обращений, жалоб граждан, они перенаправляют на нас, координаторов. Все это фиксируется, никто без внимания не остается, и уж тем более без помощи конституционно-правовой. А по второму вопросу, то, что судебный орган, судебная власть – это вообще отдельная ветвь власти. Наша служба не в ее рамках компетенции вмешиваться в их дела. Вот по правосудию, для этого есть Конституция, правильно? Где все четко прочерчено. Азиза Таджимаматовна, вот продолжая разговор о предоставлении бесплатных адвокатов, да, мне хотелось бы уточнить, вот качество юридической помощи, качество того, какую услугу предоставляет бесплатный адвокат. Вот если мне не изменяет память, да, раньше Министерство юстиции должно было выплатить гонорар адвокату, например, на основании там справки следователя или суда, если он, конечно, принимал участие в процессе. Сейчас, наверное, совсем по-другому. То есть адвокатам выплачивается гонорар только при соблюдении определенных стандартов и, самое главное, отсутствие жалоб со стороны заявителя. Мне тоже сейчас интересно, если в рамках декады вы предоставляете бесплатного адвоката, кто вообще следит за качеством его работы? Понимаете, мне тоже это интересно. Почему? Потому что адвокат адвокату рознь. Кто-то от души, на совесть работает, а тот работает кто-то. Есть те, которые, вот, например, берут деньги и, соответственно, оказывают тебе услугу. Вот как быть в этом вопросе, да? За качеством бесплатного адвоката кто блюдет-то? Кто смотрит? Важный вопрос, важный. Кто блюдет, кто мы, координаторы, мониторим. Каким образом? Каким образом? Сейчас может быть, только на основании того, что если, например, нет жалоб со стороны заявителя, значит, адвокат хорошо поработал, а этого ведь наверняка мало. Конечно, это уже мало. Каждое дело требует отдельного, внимательного изучения, рассмотрения. Не станут скрывать на одного координатора, сколько районов он ведет, у него в реестре может быть от 20 и более адвокатов. Один адвокат за месяц может брать более 5 дел, да? Но это самое меньшее, я сейчас говорю. И координатор, он, разумеется, не в силах физически просто и по времени успевать за каждым делом мониторить на всех стадиях процесса, как идет дело, следствие, суда и прочего. Поэтому контролируйте следующим образом. Вы правильно сказали, то, что чаще всего на основании обращения получателей мы именуем всех, кто получает помощь с нашей стороны, системы ГГЮП, получателями, вне зависимости от какого судопроизводства. Так вот, если, допустим, сейчас простыми языками объясняю для населения, получатель к нам обращается дистанционно посредством телефонного звонка, письма, сообщает, что такой-то назначенный адвокат не блюдет нормы, не предоставляет качественную помощь, элементарно не отвечает на звонки, игнорирует, обещает, не выполняет, в курс дела не ставит, как все проходит. Что делаем мы? Первое. Как адвокат рознь, так и получатель рознь. Разные люди бывают. Есть действительно такие люди, которым как ни предоставь, а помощь их не устраивает. Да? То есть что-то им всегда не нравится, всегда есть жалобы. В таких случаях сначала мы беседуем с самими адвокатами, мы уточняем информацию по такому-то делу, как идет процесс, на какой стадии, какие действия вы выполнили, что вы сделали, результат работы. Результатом может служить что угодно, элементарно те же, допустим, наследствие, это мера пресечения. Чего-то добился, закрыть человека домашним арестом или его под стражу закрыли. Потому что большая часть адвокатов на основании своего опыта добивается элементарно на стадии следствия того, что их под домашнюю стражу отпускают. Если дело дальше в суде идет, соответственно, есть такие адвокаты, которые даже при самых сложных статьях тяжелых добиваются
освобождение из-под зала суда, вы только вдумайтесь. Такие статьи, как там, или даже попытку убийства 22-77, представляете, из зала суда выпускать, если такие адвокаты. Поэтому контролируется таким образом. Изучаем, спрашиваем, видим результаты работы. Далее, если, допустим, адвокат пообещал, если он вдруг действительно нарушил, он нам может объяснить, много дел было, не было времени. И вот я с ним свяжусь. Хорошо, предоставляем время. Далее, сами связываемся. Связались ли вы? Выполнили ли вы свою часть? И если тут адвокат продолжает нарушать нормы предоставляемых услуг, качества, что мы делаем? Ну, грубо говоря, санкции назову, это меры воздействия на адвоката. Первое, это отбирание с адвоката объяснительный на имя координатора, по какой причине он не выполнил то-то и то-то, либо сделал так-то, по какой причине. Далее, если это не исправляется, у нас такая вот жесткая мера, это исключение из графика дежурств. Тоже отдельная тематика, то есть адвокат в течение месяца-двух не сможет более получать дела, ну не сможет назначаться, месяц-два. За это время, если вдруг мы решим, что адвокат по-прежнему нарушает нормы, далее уже просто идет разрывание договора. А в самых грубых нарушениях, жестоких, прям таких некомпетентных, противоречащих этике адвокатуре, адвокатам, уже коллегиальную жалобу можно направить элементарно. Камчибек Абдирашитович, не зря говорим о том, что адвокат адвокату рознь, ведь в обществе есть такая поговорка: хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а тот, кто хорошо знает судью. Поэтому скажите, пожалуйста, вот в рамках декады, вот за прошлые годы вообще были нарекания на услуги бесплатного адвоката, или в принципе все, скажем так, спокойно в этом вопросе? Не было такого, чтобы адвокаты в рамках декады, что адвокаты не оказали там конституционную правовую помощь. Нет. У нас адвокаты, можно сказать, вот выше сказала мой коллега, что наши адвокаты, они квалифицированные, они знают свое дело, так сказать. В этом году тоже мы постараемся населению оказать качественную юридическую помощь. У нас остается до конца программы несколько минут, но хотелось бы, чтобы вы, может быть, озвучили места нахождения вот в рамках декады, куда могут обратиться. Вот давайте начнем с Бишкека. Вы по Чуйской области, вот вы сегодня Чуйскую область представляете и Таласскую область. Я думаю, нам, наверное, 2 минут достаточно, да? Пожалуйста, по Бишкеку. Да, я вот хочу там адреса сказать, где у нас будет декада проходить. По городу Бишкек, это у нас, если взять по Первомайскому району, то у нас торговый центр ВЕФА. Это по Горького 27-1. Ленинский район, это торговый центр Азиамол, проспект Айтматова 3. Свердловский район, центр обслуживания населения, это Джолова 381. Октябрьский район, это торговый центр Асамбай, микрорайон Асамбай. Так, по Чуйской области у нас в каждом районе будет, это Джаилский район, город Карабалта, улица Хаджимбердиева, 110, здание госадминистрации районного. Московский район тоже районной госадминистрации, село Беловодское, улица Ленина, 27. Панфиловский район, центр обслуживания населения, село Панфиловка, улица Центральная, 24. Соколукский район, здание госадминистрации, село Соколук, улица Фрунзе, 116. Сагатинский район, центр обслуживания населения, город Кант, улица Ленина, 97. И город Токмак, улица Сарбагашевой, 84, центр обслуживания населения. Город Кеминский район, центр обслуживания населения, улица Ленина, 86А. И в Таласской области также хочу там сказать адреса. Это город Талас, супермаркет Глобус, улица Атарбаева, 136. Айтматовский район, здание молодежного центра, село Козладыр, улица Коджо Муратова. Бакатинский район, село Бакаята, улица Отумбая, 40. И Манасский район, дом юстиции, село Покровка, улица Каяшева. А вот что касается времени, от скольки до скольки? У нас время так с 10 до 4 часов будет консультация будет. Но время тоже надо указать, и мы указали, что с 10 до 16 часов граждане, жители Бишкека, Чуйской и Таласской областях могут обратиться соответственно в рамках декады и получить ответ на свой вопрос. Тем более кампания «Декада», она проводится в целях улучшения доступа к правосудию и, самое главное, обеспечения защиты прав и законных интересов наших граждан. Время нашей программы завершается. Уважаемые гости, спасибо вам за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира.
эфира. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях были начальник межрегионального управления по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям службы юридической помощи при Министерстве юстиции Камчибек Салихов. И в гостях у нас сегодня была ведущий специалист, координатор межрегионального управления по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям Азиза Юлдашева. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренчи радио.